Обсуждаем праймерис партии «Единая Россия». Прямо сейчас наш гость – это Рафаэль Марданшин, опытный депутат Госдумы. Рафаэль Меркатимович, здравствуйте. Добрый день. Не зря назвала вас опытным депутатом Госдумы. За вашими плечами уже несколько кампаний. Вот как вы отличаете, какие отличия видите в этом году? В этом году вижу отличия, которые связаны вот с той ситуацией, которая у нас в целом в стране и в мире. Это коронавирусная инфекция. Она вела очень большие коррективы не только в избирательную кампанию, но и в целом в жизнь нашей страны, в жизнь каждого гражданина. И, соответственно, и вот эта избирательная кампания, которая проводится сейчас, она не повлияла на решение партии «Единая Россия» организовывать и проводить предварительное голосование внутрипартийное. Вот, но единственное, там есть изменение, то, что голосование будет производиться в электронном виде. Вот есть вот такой момент. И плюс то, что вот те дебаты кандидатов предварительного голосования, они тоже в основном проходят в режиме онлайн. Вот эти вот изменения, которые коснулись предвыборного вот этого нашего нового цикла. Ну и, наверное, то, что партия «Единая Россия» более открыто проводит вот эти выборы, потому что приняла четвертый вариант проведения предварительного голосования, когда в этом предварительном голосовании может принять участие любой желающий, который считает, что он активный, считает, что он может принести пользу своей республике, своей стране, и он может наравне с теми действующими, в том числе депутатами, использовать вот этот ресурс и испытать свои силы. Поэтому вот тот шанс, который дает партия «Единая Россия» всем нашим гражданам принять участие в предварительном голосовании, а в дальнейшем, если победить, то и принять участие в выборах в Государственную Думу, это, конечно, единственная партия в нашей стране, которая такое позволяет. Конкуренция серьезная. 155 человек зарегистрировало региональное отделение партии «Единая Россия». Вот влияет ли это на ваш настрой? С каким настроем вы идете и какую пользу готовы принести для республики? Настрой, конечно, он сразу становится более боевой, когда знаешь, что конкурентов много, тут уже расслабляться не приходится. И, конечно же, старайся использовать весь тот арсенал своих знаний, своих возможностей для того, чтобы быть лучшим, чтобы показать себя с лучшей стороны, чтобы люди отдали за тебя голос на предварительном голосовании. А то, что касается пользы, которую можно принести в первую очередь для республики, и в целом для нашей страны, это, конечно же, тот опыт, который уже есть у меня за моими плечами. Это опыт, причем он такой, что касается работы законодательных органов власти не только высшего органа нашей страны, но я и был депутатом городского совета, был депутатом Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан. Теперь, будучи депутатом Государственной Думы Российской Федерации, стараюсь максимально, конечно же, приносить пользу и в целом нашей республике, и ее гражданам. По инициативе, в том числе жителей наших граждан, мною инициированы ряд законодательных инициатив в Государственной Думе. В общей сложности это более 130 законопроектов, которых я являюсь автором или соавтором. Они внесены в Государственную Думу. Часть из них уже приняты, часть находится на рассмотрении. И я надеюсь, что они тоже получат поддержку Государственной Думы и будут приняты. И, конечно же, я считаю, что мне стоит продолжать работу и в качестве руководителя рабочей группы по привлечению федеральных средств в Республику Башкортостан по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», развитие транспортной системы Российской Федерации. Те наработки, тот опыт, который уже есть, конечно же, я считаю, что его нужно применить и в дальнейшем. Законодательные инициативы, которые для вас являются гордостью, Рафаэль Меркатимович, перечислите, пожалуйста, напомните зрителям. Первый мой законопроект, который был направлен на внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Мы многие, в первую очередь предприниматели, помним тот период, это начало
где-то 2010-2011 года, когда массовые незаконные уголовные преследования предпринимателей были, когда возбуждались по надуманным причинам уголовные дела против предпринимателей, а именно по статье 159 Уголовного кодекса, это мошенничество. И эта статья, она была такая, как ее называли, резиновая. Ее наши недобросовестные представители правоохранительных органов часто использовали против бизнеса. И поэтому мною были внесены поправки в эту статью, которые позволили разграничить предпринимательство, вернее, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности от мошенничества в бытовой сфере. И это позволило определенный заслон поставить вот этим незаконным уголовным преследованием. Кроме этого, были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, в соответствии с которыми против предпринимателей нельзя применять меру пресечения, арест, если возбуждаются уголовные дела по экономическим составам. Ну и вот не последняя моя законодательная инициатива, которую буквально недавно Государственная Дума поддержала, это возможность нашим гражданам, водителям оспаривать штрафы, которые к ним приходят за нарушение правил дорожного движения с камер фото- и видеофиксации. И получается, они эти штрафы могут получать в электронном виде, а оспаривать они их в настоящее время могли только по старинке. Ходить по кабинетам в ГАИ, ГИБДД или в суды. А теперь вот с сентября месяца появится возможность точно так же в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг оспаривать вот эти, как они считают, неправильные, незаконные штрафы, которые им выписывают. Ну и вот еще законопроект, который тоже был инициирован по инициативе наших граждан, жителей города Нефтекамска, которые очень просили поставить заслон распространения снюса и насвая, вот особенно когда это продается несовершеннолетним. Точно так же была подготовлена законодательная инициатива мною, внесена в Государственную Думу. Вот Госдума ее поддержала, мы приняли этот закон. Теперь увеличили штрафы, административные штрафы за продажу снюса насвая несовершеннолетним детям. И это уже такие значительные штрафы, которые, я думаю, послужат серьезным барьером, и люди задумаются, стоит этим заниматься или не стоит. Ну и, конечно же, ряд законопроектов, о которых мы можем много говорить, но их на самом деле очень много. Рафаэль Меркадьевич, вы знаете, что глава Башкортостана Ради Хабиров говорит много о том, что должны быть башкиры с папочками в Москве, которые должны защищать интересы республики. Вот с одной стороны мы знаем про это, с другой стороны вы изнутри знаете, как работала депутатская команда в Госдуме от Башкортостана. Да? Вот как вы считаете, нужно ли что-то менять? Какой должна стать следующая команда депутатов Госдумы от Башкортостана? Ну, наверное, конечно, что-то и нужно менять, потому что каждый новый созыв – это новые люди, новые подходы. Ну и, конечно же, и работа правительства в целом, и госструктур не стоит на месте, меняется формат работы, меняются люди, с которыми там уже работаем, и те наработанные связи, они тоже меняются. Конечно же, я думаю, что, возможно, вот та практика, которая у нас установилось с приходом Ради Фаритовича в республику, когда он за каждым депутатом были закреплены конкретные направления деятельности, а именно по вопросы привлечения финансирования по конкретным нацпроектам, и каждый депутат Госдумы знал, за какой нацпроект он отвечает, по какому направлению он должен работать, и, конечно же, приносил пользу для... Ну, я могу сказать, что каждый из действующих депутатов, он свою лепту вносил, приносил пользу и нашей республике, и в целом нашей стране. Два вопроса, они очень глобальные, но если коротко, пожалуйста. Единая Россия, сегодня ее слабые и сильные стороны, во-первых. Во-вторых, вас слушают будущие избиратели, да, чтобы вы могли им сказать, почему они должны голосовать за вас. Я хочу сказать, что Единая Россия, у нее только сильные стороны. Во-первых, это партия массовая, это партия представителей всех слоев населения. Это не узкая кучка какой-то определенной прослойки наших граждан. Это здесь представлены и учителя, и врачи, и спортсмены, и ученые, и профессиональные законодатели. Конечно же, это делает работу Государственной Думы более профессиональной и многогранной. Поэтому я считаю, что вот
у партии «Единая Россия» вот как раз вот такое большое многообразное представительство в Государственной Думе дает большой плюс при принятии тех законов, которые рассматривает Государственная Дума. И второе, только, как я уже повторюсь, наверное, что «Единая Россия» вот позволяет нашим всех неравнодушным гражданам, активным гражданам, которым не безразлична их судьба, не безразлична судьба своей страны, вот принимать участие в таких массовых, важных мероприятиях, которые проводятся у нас в стране, и в том числе такие, как выборы. Поэтому я считаю, здесь только плюсы, и, конечно, я призвал наших граждан голосовать именно за «Единую Россию». А за вас почему должны голосовать? Но это уже граждане, я думаю, сами оценят. Но я могу только сказать такое, что да, за эти годы и тот опыт, и те знания, которые у меня есть, они могут в дальнейшем также применяться, использоваться, даже, может, с большим эффектом, который он уже был и есть. И еще есть такой момент, что мне нравится моя работа. Мне нравится заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Я этому учился, я этому проходил, по этому направлению проходил стажировки, обучение, и я понимаю, как правильно это делать. Желаем вам удачи, Рафаэль Мукатимович. Спасибо. Спасибо большое. Это было мнение депутата Госдумы и участника праймерис партии «Единая Россия» Рафаэля Марданшина. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.